русскому языку «Прогулка на лыжах». В сборнике он находится на 131 странице. Записываем посередине название диктанта. «Прогулка на лыжах». Прогулка на лыжах. Павел Нилович давно уже забросил лыжный спорт. И через десятки лет встать на лыжи и пройти хотя и небольшое расстояние ему было нелегко. Вышел он из города в тот удивительный час, когда ослепительно-белый снег становится синим, и какая-то особая предвечерняя тишина и покой царят на пустынных, угоданных снегом полях, на изъезженных за день и теперь отдыхающих дорогах, раскинувших свои перекрестки. Он шел по четкой лыжне. Давно не бывал он здесь, в этих местах, знакомых с детских лет. Вон там, за горой, сосновый лес. Сюда мальчишкой он ходил за грибами, а чуть левее скачет по камням быстрая горная речушка. Она холодна, как лед, и своим сумасшедшим течением, наверное, и теперь сбивает с ног мальчишек, рискнувших забрести в ее прозрачную воду. От этих воспоминаний ему взгрустнулось. Павел Нилович остановился, огляделся вокруг, затем устало двинулся вперед. Но на каждом шагу возникало давно прошедшее. Итак, с красной строки мы пишем первое предложение. Павел Нилович давно уже забросил лыжный спорт. Павел Нилович Павел Нилович давно уже забросил лыжный спорт. Павел Нилович давно уже забросил лыжный спорт. И через десятки лет встать на лыжи и пройти хотя и небольшое расстояние ему было нелегко. И через десятки лет встать на лыжи и пройти хотя и небольшое расстояние ему было нелегко. Проверяем. И через десятки лет встать на лыжи и пройти хотя и небольшое расстояние ему было нелегко. Красная строка. Вышел он из города в тот удивительный час, когда ослепительно-белый снег становится синим, и какая-то особая предвечерняя тишина и покой парят на пустынных, укутанных снегом полях, на изъезженных за день и теперь отдыхающих дорогах, раскинувших свои перекрестки. Красная строка. Вышел он из города в тот удивительный час, когда ослепительно-белый снег,
когда ослепительно белый снег становится синим. И какая-то особая, и какая-то особая предвечерняя тишина предвечерняя тишина и покой царят на пустынных укутанных снегом полях, на изъезженных за день и теперь отдыхающих дорогах, раскинувших свои перекрестки. Проверяем. Вышел он из города в тот удивительный час, когда ослепительно белый снег становится синим, и какая-то особая предвечерняя тишина и покой царят на пустынных, укутанных снегом полях, на изъезженных за день и теперь отдыхающих дорогах, раскинувших свои перекрестки. Он шел по четкой лыжне. Он шел по четкой лыжне. Он шел по четкой лыжне. Красная строка. Давно не бывал он здесь, в этих местах, знакомых с детских лет. Красная строка. Давно не бывал он здесь. Давно не бывал он здесь, в этих местах. Знакомых с детских лет. Давно не бывал он здесь, в этих местах, знакомых с детских лет. Вон там, за горой, сосновый лес. Вон там, за горой, сосновый лес. Вон там, за горой, сосновый лес. Сюда мальчишкой он уходил за грибами, а чуть левее скачет по камням быстрая горная речушка. Сюда мальчишкой. Он ходил за грибами. Он ходил за грибами, а чуть левее скачет по камням быстрая горная речушка. Сюда мальчишкой он ходил за грибами,
а чуть левее скачет по камням быстрая горная речушка. Она холодна, как лед, и своим сумасшедшим течением, наверное, и теперь сбивает с ног мальчишек, рискнувших забрести в ее прозрачную воду. Она холодна, как лед. Она холодна, как лед, и своим сумасшедшим течением наверное, и теперь сбивает с ног мальчишек, и теперь сбивает с ног мальчишек, рискнувших забрести в ее прозрачную воду. Проверяем предложение. Она холодна, как лед, и своим сумасшедшим течением, наверное, и теперь сбивает с ног мальчишек, рискнувших забрести в ее прозрачную воду. Красная строка. От этих воспоминаний ему взгрустнулось. Красная строка. От этих воспоминаний ему взгрустнулось. От этих воспоминаний ему взгрустнулось. Павел Нилович остановился, огляделся вокруг, затем устало двинулся вперед. Павел Нилович остановился. Огляделся вокруг. Затем устало двинулся вперед. Павел Нилович остановился, огляделся вокруг, затем устало двинулся вперед. Красная строка, последнее предложение. Но на каждом шагу возникало давно прошедшее. Красная строка. Но на каждом шагу возникало давно прошедшее. Но на каждом шагу возникало давно прошедшее. Проверяем весь диктант. Прогулка на лыжах. Павел Нилович давно уже забросил лыжный спорт. И через десятки лет встать на лыжи и пройти хотя и небольшое расстояние ему было нелегко. Вышел он из города в тот удивительный час, когда ослепительно-белый снег становится синим, и какая-то особая предвечерняя тишина и покой царят на пустынных, укутанных снегом полях, на изъезженных за день и теперь отдыхающих дорогах, раскинувших свои перекрестки. Он шел по четкой лыжне.
Давно не бывал он здесь, в этих местах, знакомых с детских лет. Вон там, за горой, сосновый лес. Сюда мальчишкой он ходил за грибами, а чуть скачет по камням быстрая горная, а чуть левее скачет по камням быстрая горная речушка. Она холодна, как лед, и своим сумасшедшим течением, наверное, и теперь сбивает с ног мальчишек, рискнувших забрести в ее прозрачную воду. От этих воспоминаний ему взгрустнулось. Павел Нилович остановился, огляделся вокруг, затем устало двинулся вперед. Но на каждом шагу возникало давно прошедшее.